Сегодня 3 блока по СВО. Это обмен по данным, по формату общения, по созданию чата и по тому, кто чем владеет. У кого разгрузка есть, у кого медицина есть, у кого-то что-то еще. Чат вообще будет это создаваться для того, чтобы вы могли конкретно у производителя брать то и не переплачивать, что нужно на той территории. Чтобы все брали у производителя раз, с гарантией 2 и прямая доставка, то есть по зеленому коридору между собой уже переговорили, обсудили, доставили именно в руки, чтобы у вас был результат, как экономический, как политический, как дружеский, как финансовый. И самое главное, у нас есть такая фраза «быть добру», чтобы это было на добрые дела. Наша группа компаний, я одну из них возглавляю, ВПК, мы выпускаем уже более 10 лет универсальный ранозаживляющий препарат широкого спектра действия, который эффективен при любом поражении кожного покрова, независимо от этиологии и происхождения раны. То есть препарат эффективен при сочетанных поражениях механического, термического, химического, лучевого характера и микробной обсемененности. То есть обладает одновременно выраженным антимикробным, бактерицидным, бактеристатическим, ранозаживляющим, регенерирующим, месообезболивающим и защитным действием. Фактически это универсальная аптечка первой помощи военнослужащего и всех нас с вами. Мы все находимся в поле, в автомашине, дома, на работе, в огороде, на даче, в бане, где угодно. Да, средства первой помощи при любом поражении кожного покрова. Еще раз говорю, не надо задавать вопросов, а это можно, а это нельзя. Все можно, закрывает любую проблему кожи, начиная от ран, ожогов, ушибов, ссадины, порезы, язвы, псориаз, герпес, пролежни и так далее, и так далее. Все, от старческих болезней до молодых и так далее, и так далее. У меня есть презентация, к сожалению, времени сейчас нет ее рассказать, она у меня в PowerPoint. Кому будет интересно, я раздам вот маленькую аннотацию, здесь мой телефон. Можете звонить, и потом в рабочем порядке вы получите на свой адрес, на почту, на WhatsApp презентацию, которая сейчас очень актуальна там. Наша компания на сегодняшний день отгрузила в зону СВО при поддержке Союза ветеранов военно-морского флота, благотворителей, более 30 тысяч изделий. Они находятся в ВДВ, силы спецопераций, Донбасс и так далее, и так далее. Мы полностью при поддержке Союза ветеранов военно-морского флота России обеспечили на сегодняшний день полностью 336-ю бригаду морской пехоты Балтийского флота, поставив ей 15 тысяч изделий, бригада 3000 человек. Каждому бойцу по 5 салфеток. Как работает препарат? Последние 2 минуты. Боец вскрывает, достает. Она компактная, как видите, она может в любую разгрузку поместиться. Как говорят военные, до войсковой сумки нужно доползти на поле боя. Она должна быть вот здесь, в разгрузке. 3-5 салфеток. Боец при получении любого ранения открывает салфетку, раскрывает, ее можно раскрыть в формат 16×14, тогда не буду разворачивать на масле, закрывает рану и дальше бинтует любой тряпкой, если нет бинта. 100% купирование сепсиса, гангрены, раны чистые, антимикробный и обезболивающий эффект сохраняется в течение не менее 24 часа. Очень важен на поле боя обезболивающий эффект, чтобы не было болевого шока, и антимикробный септический эффект. На сегодняшний момент данные препараты, аналогов нет. Все, что есть, имеет ограниченный срок применения, там не больше 2-3 часов любой антисептический эффект любого препарата. У нас препарат работает 2-4 часа, пока он находится на ране. Это залог того, что рана, которую получает военнослужащий на поле боя, остается чистая, без микробной обсемененности, и дальше он просто купирует сепсис, гангрен. А это живые ребята с руками и с ногами, согласитесь, да? Сейчас с поля боя поступает много уже раненых, там спрячут, они уже, как говорится, ампутированы. Почему? Потому что бойца выводят с поля боя, это проходит не менее суток, ну как в среднем я примерно говорю. Дальше уже за это время рана успевает гангренизироваться, как говорится, и получить инфекцию, заражение и так далее, и так далее. А дальше только успевает ампутировать. Потому что довести уже до Москвы уже нет возможности. Времени нет, понимаете? Есть такое понятие «золотой час». В течение часа, в течение короткого времени адекватно оказанная первая помощь высокоэффективными изделиями тактической медицины – залог выживаемости бойца. Все. И в своевременное применение препарата, то есть тот золотой час, позволяет спасти жизнь, снизить летальность на всех этапах лечебно-профилактического обеспечения военнослужащих и ускорить возврат в наш строй. Прошу к сотрудничеству, звоните напрямую, я готов всем раздать вот эти листовочки, есть мой телефон. Смотрим, что делает препарат.
Вот недавний Новый год. Казань. Наши люди из Казани прислали. Новый год. Ракета. Семья. Петарда взрывается в руках молодого человека. Нормальное явление, которое летит до 5-го этажа китайской. Термический химический ожог. 4-я степень ожога. На 10-е сутки раны чистые. 3 салфетки все прошло. Человек живой, не выходя из дома. Водитель-дальнобойщик из Казани. Сейчас бы руку ему ампутировали, но он сейчас живой рукой нужен маме, жене и так далее. Следующий кадр. Специальной войсковой операции. Закрылатые 100 тысяч стоит. Сапер, взрывная травма. Знакомая ситуация? Лицо закрыто, полное обугливание пороховыми газами. Понятно, да? С такими ранами не выживают. Попадает в военно-медицинскую академию Кирова. Там есть наши препараты, Министерство обороны. Вот он, обложенный повязками, салфетками. Вот он на 8-й день. Вот он через 2 месяца, лицо уже чистое. Вот он живой парень, живет где-то там в Ижевске. Глаза открылись, глаза видят, лицо чистое. Но, к сожалению, остались вкрапины, это пороховые газы, они навсегда остались. Знаете, такая типа рябь на лице. Вот он через год приехал на перевязку в госпиталь, проставился, как говорится, хирургом. Ну, положено, да, нормально, живой остался. Но меня он, конечно, не отметил, потому что мы с ним не знакомы. Ну, слава богу, он живой. Вот вам результат. А это кто? Это ваши дети, это наши внуки. Это наши жены, которые сейчас находятся в зоне СВО, и те, которые мобилизованы, которых сегодня призвали. К сожалению, наши вооруженные силы, конечно, идут сейчас уже большими шагами в этом направлении, но мы как бы помогаем. Скажи, пожалуйста, а вот в большом количестве объемно, это понятно для аптек, а на примере находящихся сегодня в госпиталях вот таких тяжелораненых больных, 2 сегодня человека находятся с огромными ожогами, Я понял. которые кричат и не могут даже... Да, вот наши. Ваши, да? Да. То есть это ваш телефон здесь, да? Да. Спасибо. Мы производим бронежилеты, мы производим их на территории России. Они у нас соответствуют полностью всем стандартам. Мы поставляем их уже порядка 3-4 месяцев в Министерство обороны. И они прошли все испытания. И, соответственно, это в основном жилеты защиты БР-4 и БР-5. Также мы производим бронешлемы, которые производятся по самым современным технологиям. Они практически полностью закрывают голову. И на 15-20% более эффективны, чем классические бронешлемы, которые представлены на рынке. У вас колоровые или железные? Да, колоровые. Что касается сухих пайков, это обычная история. У нас есть также компания «Сухие пайки», так называется, которая уже на рынке более 7 лет, и которая сейчас также поставляет сухие пайки для нужд нашей специальной военной операции. Соответственно, будем рады посотрудничать, если кому-то будет интересно в той или иной степени. Я езжу по госпиталям и, можно сказать, курирую госпиталь Бурденко. Непосредственно приезжаю к ребятам, так как сама с ампутированной ногой, рассказываю, как жить без ноги, да, где можно протезироваться. Вот с Сергеем Баханьковым мы непосредственно помогаем водой, памперсами, да, всем, что необходимо именно в эти госпиталя, то есть мы поставляем. Вот сейчас вот в 5-й филиал Бурденко, в главный госпиталь Бурденко, то есть в Вишневского, все это туда мы поставляем, помогаем ребятам. Плюс просто я с ними общаюсь, разговариваю, все рассказываю. Спасибо за приглашение. Это для меня большая честь. Добро любить тишину. До недавнего времени занимались помощью детям, сиротам и так далее. Вот. Но случилось так, что моего сына мобилизовали. И я столкнулась с серьезной ситуацией. Вот. Непосредственно прямую проблему знаю. И далее уже помощь пошла непосредственно бойцам. Потихонечку помогаем. Не только я, и еще достаточно очень компетентные люди, которые работают по чести, по правде, по совести, готовы помогать. И, в общем, одной командой работаем потихонечку, слаженно, непосредственно с каждым бойцом, который информация поступает нам, и стараемся помочь. Довести, как говорится, от пункта А в пункт Б, отдать маме в руки, уже как по возможности более-менее здоровым.
Вот. За каждого бойца переживаем как за родного сына, потому что так как у меня тоже сын, я тоже мама, и оказываем еще психологическую помощь. И надеюсь, что далее все более и более работа будет слаженная, еще добавятся люди, которые действительно будут по чести, по правде, по совести работать, помогать, не денег ради, а ради победы и во спасения наших детей. Значит, ветеран пограничных войск, сержант Рамиль Богданов. Значит, я представляю Башкирию, то есть я состою из активных членов координаторов Башкирии. Значит, имею связи по России, по пограничным войскам. Значит, отлажена связь у нас с Ростовом, значит, с волонтерами Ростова, Волгограда. То есть мы занимаемся чем? Мы занимаемся, значит, сбором финансовым, раз. Второе, значит, подбором оборудования, подбором защиты. Вот, значит, я к вам обязательно подойду, спрошу, значит, что еще. Наши женщины, дорогие, значит, на территории Башкортостана шьют носилки, значит, делают свечи, делают маскировочные сети. То есть максимально то, что возможно, да, вот в Башкирии мы делаем. Значит, то же самое я наблюдаю, значит, когда, находясь уже в группе по России, пограничных войск, то же самое Татария. То есть имеется в виду, что республики поднялись. Поднялись, значит, время наше дело правое, мы должны помочь, значит, достичь всего. Теперь что? Я предлагаю, не предлагаю, точнее, речь я хотел немножко поставить, знаете, на чем? То, что, значит, ваши данные и критика из этого исходя. Значит, критика какая? Здесь, находясь, значит, в Москве, ну, люди, я считаю, менее патриотичные, да, не мотивированные. Поэтому есть предложение, да, вот сейчас мы можем разойтись и потерять данные. Вот мужчина по медицине, по тактической рассказал, значит, по защите, да. Есть предложение, да, в Telegram, более защищенная такая система, я программист знаю, создать группу, значит, в этой группе, да, пожалуйста, заходите, зайдите, предложите свои услуги. Услуги, товар, да. Значит, так как я бывший, как бы, пограничник ФСБшник, значит, группа должна, это предложение мое, значит, заход на основании фотографий, на основании телефона, на основании рекомендаций предложения, то есть все свои. Почему я это говорю, да, потому что, находясь именно в группах, да, вот наших, значит, татарских, башкирских, да, я наблюдаю, как бы, некоторые такое непонятие, непринятие, то есть Со стороны молодежи. Да, со стороны молодежи, да. Вот, поэтому здесь должны быть все свои, значит, для помощи, для гуманитарной помощи, для оказания. Вот, то есть предложение, это раз. Потом, значит, второе, то есть у меня 3 пункта по предложениям. Вот, и, значит, отношение, какое в группах, да, вот я подсчитал, пока ехал в метро, значит, у нас около 20 групп татаро-башкирских. Значит, все молодцы, все хорошо, да, но само сознание именно молодежи, да, я понимаю, что вот мы все взрослые, да, мы все понимаем, значит, собрались, значит, при Союзе, позже, вот, мы все мотивированы, все патриотичные. К сожалению, в 20 группах, да, я пока вот ехал, считал, состояние групп, да, непонятно у молодежи. То есть головой в песок, задницей, извините за выражение, да, наружу. То есть меня не трожь, мне не нужно, да, нам это не нужно. Второе предложение, значит, как бы я за то, чтобы собирать не общие сборы какие-то, а конкретные. То есть конкретному человеку, с конкретному снайперу, да. Исходя из этого, вот именно объяснить, да, то есть сам тепловизор, да, стоит порядка 250 тысяч, я знаю, конечно. Значит, бронежилет, я предполагаю, где-то около 80 тысяч, то есть, скорее всего, да? Вот. То есть, первое, то, что мы должны знать, что покупать. Вот. Второе, да, то есть советовать это. Очень хорошо, что сегодня такое мероприятие по теме СВО, актуальная тема. И тема насущная по организации вопроса доставки, да, гуманитарной помощи именно нуждающимся бойцам, детям и другим категориям лиц. Мы в основном специализируемся на доставке, это саперные кошки, тактические медицинские носилки, вот эти облегченные ФОМА, печки, ну и другие похожие изделия. Вот, неоднократно выезжали в ДНР, вот вместе с Георгием ездили. Вот у нас был такой, скажем так, культурный десант, и благотворительный, и Георгий со своим концертом.
важная была затронута тема о том, что необходимо доставлять помощь именно персонально тем, кто в ней нуждается. Потому что, пообщавшись с бойцами на позициях, поняли, что есть подразделения, которые, ну если можно так сказать, перенасыщены гуманитаркой. То есть вот все на слуху, эти подразделения, все им везут. Вот у них уже перенасыщено. Были случаи, что есть подразделения, где военнослужащие, ну может быть не Минобороны, но другие, по очереди одевают теплую одежду, когда идут на пост заступать, в караул и так далее. Поэтому что хотел сказать, это я рассказал, что мы сделали, что хотелось бы предложить. У нас такая проблема, если можно так сказать, у нас гуманитарки хватает, а у нас всегда проблема с транспортом, как это доставить. Поэтому если у кого-то есть возможность нам в этом помочь, мы готовы посотрудничать, чтобы совместно проводить эти мероприятия. Вот. Возим его в госпиталь ДНР, детский дом «Малютки», ну и бойцам подразделения православный храм. А также планируем повезти в мечеть. Поэтому давайте объединяться, взаимодействовать и делать общее дело. Спасибо. Рядом со мной сидит человек, который руководит швейным цехом. Они делают очень большое нужное дело. Мало того, что они производят продукцию необходимую, они все это время, все эти месяцы помогают, просто помогают, занимаются благотворительностью, выходят там в выходные дни, работают, делают и бесплатно передают это туда бойцам. Вот, поэтому вот я хотел представить, значит, и если есть необходимость, вот, чтобы контакт был, потому что они много чего производят. Вот сейчас вот буквально там передали туда нам прямо на передовой там 200 балаклав, там теплую одежду сейчас готовят. До этого, я знаю, тактически носилки производили, там еще что-то, форму и так далее. Вчера я, правда, очень благодарна за участие в вашем мероприятии. Я представляю московскую производственную компанию по изготовлению корпоративной одежды. В связи с тем, что произошло СВО, было понятно, что будет необходима помощь, да, не только бойцам, которые недополучают эту помощь. И то, что правильно сказал предыдущий оратор, очень важно именно объединиться, потому что кто-то перенасыщен, а кто-то не получает действительно и ходит в сменки. Поэтому мы готовы со своей стороны объединить наших предпринимателей Москвы, и они действительно так же мотивированы, как и все остальные, поверьте. Они собирают гуманитарку, передают нам и продукты питания, и подарки для детей, и все, что необходимо для наших солдат. То, что нужно непосредственно в госпиталях, одежду, когда ребята привозят, и их надо во что-то одевать. Мы также передаем туда одежду, футболки, лонги, штаны, для того, чтобы ребята просто одеть. И просто даже собираем письма от наших детей, школьников. Поэтому мы готовы со своей стороны, действительно, еще раз подчеркну, что Москва также ориентирована на то, чтобы помочь и предоставить все свои мощности. Поэтому регион не имеет значения. Добрый вечер всем. Отдельно просили меня представиться. Артем Аникин, руководитель инвестиционного комитета «Опора России» в Московской области. Соответственно, хотел бы просто анонсировать и сказать, что вот мы вместе с вице-президентом Конгресса татар ведем инвестиционное направление, его развиваем и планируем формализовать это направление в рамках вашей организации. Соответственно, мои контакты я вам предоставлю. И также хотел представить ряд коллег, которые здесь находятся от «Опоры России», и так или иначе, кто в Московской области, кто в других регионах. Это самое большое объединение общественное предпринимателей в стране, более 400 тысяч членов. Но вот некоторые из коллег сегодня присоединились, поучаствовали. Это вот Екатерина Полубояринова, заместитель председателя комитета в Московской области. Артем Андросов тоже, соответственно, он руководитель достаточно серьезной инвестиционной компании. Отдельно может тоже поделиться своим опытом и познакомиться. Спасибо. Мы небольшая, но активная организация, Руспомощь называется. Вот я с 2014 года погрузился в эту тему плотно, сам побывал в этих событиях. И сейчас тоже периодически
со своими поездками погружаюсь в военные события. Но в целом наша деятельность, конечно, больше интендантская. Мы обеспечиваем как армию, так и, конечно, мирных. И с февраля мы уже отправили более 400 тонн помощи. Вот. Но я не об этом хотел сказать, какие мы хорошие или плохие. Я хотел сказать о том, что куда направлять нужно усилия. Вот. Усилия действительно не распределяются неравномерно. Вот, все, что приходит на корпуса, на штабные вещи, к сожалению, либо потом разбиваются ракетами на складах, либо лежат до востребования, либо не отдаются в подразделения. Это точно мы знаем, поэтому в ручном режиме регулируем такие вещи. Вот, и поэтому работайте только адресно. Прямая связь, обратная связь с командиром, требуйте обратной связи. Любой начфин, зам по тылу, они этого дел боятся и не очень-то любят, когда их в неприличном свете перед начальством выставляют. Все равно степень боязни друг перед другом, особенно перед вышестоящим начальством, присутствует. Перераспределение не только там, по военной теме, злоупотребления достаточно, но и по гражданской. Если, допустим, вот перед Новым годом мы столкнулись с тем, что Луганск переполнен помощью, вот, мы ездим по Попасную, Кременную, Северодонецк, Лисичанск и другие такие богом забытые места. Вот, там действительно люди только на Бога и уповают, потому что есть нечего, обогреваться нечем. И, собственно говоря, кого защищать, если они начинают ненавидеть нас уже ответной любовью. Поэтому, чтобы такого не допускать, люди, конечно, должны получать то, что получать. И чтобы уложиться в регламент, скажу так, смотрите, не линию ЛБС, конечно, не каждый проедет гуманитарщик, это не беда волонтеров, гуманитарщиков, просто их туда не пускают. Поэтому имеем зеленые свистки, которые, и кнопки, на которые можно надавить. Если кто не боится, конечно, пожалуйста, присоединяйтесь, будем возить в самые такие отдаленные места. Вот, и еще хотел сказать по поводу транспорта. Мы регулярно отправляем машину раз в 3 недели примерно. У нас действительно мы героически нагребаем деньги на то, чтобы платить фуру. Она нам обходится сейчас 130 тысяч рублей фура. Вот. Поэтому мы берем адресные грузы, но при этом, конечно, welcome, присоединяйтесь, будем брать адресные грузы, довозить до назначения, там они никуда не пропадают, на месте сосредотачиваются, логистика вся выстроена, и на месте тоже. Вот, пожалуй, все. Хочу вам сказать спасибо, то, что вы помогаете сегодня. Ваша помощь, она очень важна для каждого человека. Вот мы сейчас тоже, только что недавно вот отвезли 80 тонн продукты. И на Новый год, вот я только приехала, 2 недели находилась и там, и Донецке, и Луганске, и Мариуполе, Запорожье мы находились. И каждый ребенок говорит спасибо вот каждому подарку, каждому это. И также сегодня очень нуждается больницы, которые там медицинской помощи. Ну как, там простыни, там подушки, матрасы, там чем-то, кровати, там даже стиральную машину просят, потому что очень много вещей, и одежду, термокостюмов для ребят наших. Они тоже просят, говорят, если можно, говорят, можно костюмы. Говорят. А так, не для наших ребят, а для ребят, которые находятся в данный момент в Донецкой области, для них. А у наших ребят они обеспечены, у них все есть. А вот для жителей Донецка, которые на передовой, часто, потому что костюмы, когда у них ранения, потому что их сразу надо в больнице переодевать их. Из-за этого в этот момент для больницы, конечно, это все нужно. Сегодня, конечно, помощь, она очень важна, потому что это наши ребята, наши дети, это наша земля. Мне кажется, кто любит свою родину, Россию, они, конечно, это будут помогать и будут делать все. Хотя сегодня также и Кадыров Рамзан Ахмадович очень сильно помогает. Также у нас не нуждается. То, что из Грозного, они ничем не нуждаются, у них все есть в данный момент. Ну, хотелось бы, чтобы то, что говорите, вот, что помогаете, эта помощь очень нужна, очень важна. Пожалуйста, руки не отпускайте. Мы выиграем, победа за нами. Я думаю, что все будет хорошо. Дай Бог нам всем мирного неба на земле.
Это самое важное. Мусенко Виталий Иванович, полковник полиции, член общественного совета сотрудников полиции метрополитена. Мы отвозим нашим бойцам ту гуманитарку, которую здесь собираем. Но мне хотелось сказать, вернее, передать благодарность от ребят именно с передовой, потому что буквально я в воскресенье вернулся, они очень благодарили, и их слова, говорят, на сегодняшний день 50% помогает государство, а на 50% простые граждане. Это их слова. Мы стараемся довести прямо до передовой, непосредственно в руки. Вот. Но то, что касается наших солдат, это все хорошо, но там очень много беженцев гражданских, которые нуждаются в нашей помощи. Мы взаимодействуем здесь и с лагерями, которые вокруг Москвы, где беженцы, ну, честно говоря, немножко здесь они избаловались. А там этого не хватает. И сейчас вот следующий рейс будет в феврале. Мы планируем и как для бойцов, потому что мы принимаем конкретную заявку, по ней отрабатываем. И также будем вести и для гражданских. Там это также востребовано. Очень много беженцев. Херсон, Мариуполь. Вот, и они нуждаются также в помощи. В том самом продовольствии. Так что мы работаем, стараемся. Ну и будем, естественно, благодаря этому вечеру и знакомству, будем использовать и ваши силы. Добрый вечер. Позавчера вернулись из Донецка, Мариуполя, отвозили помощи военным и оборудование для машин скорой помощи и подарки детям. Ну, установили вот те самые прямые контакты, чтобы помощь была адресной, чтобы по заявкам. Ну, я первый раз ездил, там, посмотрел, кому что надо, привезли уже то, что нужно. Вот. И действительно очень важно, чтобы помощь была ровно та, которая нужна, чтобы вручали ее сами из рук в руки, а не через кого-то передавали. Потому что в этом случае помощь очень редко доходит до посредника. Сейчас повезем в следующий раз, вот как только соберем, нам нужно будет много аптечек, потому что люди, мы разговаривали со многими там спецподразделениями, погибают не столько от ранений, сколько от кровопотери, не успевают вовремя остановить кровотечение, и, соответственно, люди погибают. Нужны не просто аптечки, а нужны правильные аптечки, какие мы знаем, мы сейчас их будем комплектовать, не покупать готовые, а именно комплектовать от разных производителей, брать все, что необходимо, засовывать специальные кейсы, которые мы тоже знаем, какие там должны быть. Вот. И медицина — это вот первое, что повезем. Второе, что повезем, это медоборудование, которое нужно медикам, потому что, например, в Мариуполе нет, ну, условно, почти ничего от необходимого медоборудования. Начиная от оборудования стоматологических кабинетов, заканчивая там МРТ. Вот как только сформируем следующую посылку, там хотя бы 8-тонник повезем, вот, наверное, надеюсь, в феврале уже сможем привезти. И если кто-то сможет там помочь медициной, оборудованием, будем благодарны. Совместно съездили, да, действительно посмотрели, все, люди нуждаются в средствах защиты, соответственно, да, и в оборудовании, то есть мы с удовольствием принимаем участие в этих поездках, поэтому с удовольствием будем взаимодействовать и делиться и информацией, и всем необходимым. У нас остались излишки гуманитарной помощи. Для одного подразделения они не приехали, ушли в наступление. Я позвонил Сергею Бахонько. Ветеран России. Да, он быстро организовал взаимодействие. К нам приехали ребята из Пятнашки и забрали. Вот, то есть, живой пример взаимодействия. Мы уже 3 месяца проехали по всей Брянской области и собирали гуманитарную помощь как раз-таки для Брянского добровольческого батальона «Пересвет». Когда приехал боец из этого батальона, действительно, встает проблема, что до них много чего не доходит. Мы собрали помощь, единственная проблема, как им доставить. Сейчас они пошли в наступление, от них ответа нет. Председатель Международного фонда поддержки ветеранов, инвалидов и членов семьи погибших при исполнении служебного долга «Боевое братство без границ». Полковник Сивохин Виктор Михайлович, Республика Беларусь. 21 год нахожусь у руля вот этой организации. И с мая месяца я, как Брестская крепость, пришел к вам в Россию для того, чтобы поставить наше братское белорусское плечо, в основном 300-м ребятам. И сегодня, смотрите, очень правильно говорят насчет того, что сегодня очень трудно доставить адресно гуманитарную помощь. Очень трудно. Я подписал все договора со всеми вашими общественными российскими организациями. И я подписал договор с военно-частной компанией «Беркут», которая дислоцируется в Ингушетии. Любой вопрос сопровождения от ленточки до потребителя ребята решат
великолепно, обеспечат безопасность, доставку и видеоотчет о том, что все, так что... называемый зеленый коридор. Да, зеленый коридор. Потому что я удивляюсь, когда мне руководитель ЧВК говорит: Виктор Михайлович, ты даже не поверишь, помогай в Москве. Даже люди в погонах занимаются тем, что половина гуманитарки отгружают, и она не доходит за ленточку, и так далее, и так далее. Не будем о плохом говорить. Поэтому создается в России филиал Международного фонда «Боевое братство без границ» Республики Беларусь в Российской Федерации. Документ находится, по-моему, на 5-м этаже Министерства юстиции. Первый зам уже подписал, опускается вниз, но еще, наверное, месяц буду ждать. Это так работает. Поэтому, как только создастся, и я получу удостоверение, значит, тогда немножко скоординируем вот эту деятельность, потому что правильно. У нас, я про Брянск, а я сам Смоленский родом, слышал, что они вот даже закупили этот, который наблюдает, да, вот звонили, и не могут доставить. Поэтому должен быть коррекционный центр. Будет. Вот именно. И о вас должны знать все. Поэтому сейчас я подписываю контракт с НТВ, и будет понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, выходной и суббота. Трансляция, прямая трансляция о всех наших делах. Эта программа будет называться, значит, «Таланты регионов». У вас 96 регионов. И вот нужно показывать не тех, которые с телевизором не сладят в теплых кабинетах. Да, умирайте, ребята, там, как мы, афганцы, давайте, умирайте. А потом, когда приходят назад, получается, что мы бросаем этих ребят. Так вот, будут с регионов находить героев, и их будут показывать в регионах. Что это за люди? Вот таким только образом мы можем сплотить наш народ, молодежь подтянуть к этому делу, к великому делу ради победы единого Отечества, как я уже говорил. В границах от Бреста до Дальнего Востока. Я очень благодарен, первый, наверное, зам правительства, Голикова Татьяна Алексеевна. Я очень ей благодарен. Она в свое время в ковид спасла нам одного ребенка. Мы собирали пожертвования для детей смайликов. 2 миллиона 500 тысяч евро стоит один укольчик, чтобы спасти ребенка. И она разрешила, подписала пропуск белорусскому волонтеру, который бежал 3 дня от памятника погибшим десантникам в Витебске до памятника погибшим ребятам, россиянам на Поклонной горе. И мы собрали деньги и спасли ребеночка. И вот сейчас она еще в июне месяце подписала поручение Международному фонду мониторить, проверять и оказывать помощь, поддержку. Вот сейчас, ну, практически я знаком со всеми начальниками медслужб, значит, всех госпиталей. Лично Тришкин Дмитрий, это генерал-полковник, но он гражданский. Лично мне даже домой написал в Белоруссию на 3 листах: Виктор Михайлович, 23 санатория военных, пожалуйста, добровольцев можете направлять туда. Протезы начинаю ставить потихоньку и так далее, и так далее. То бишь у войны есть 2 качества. Одно, третье хорошее, она когда-нибудь заканчивается. А 2 это трагическая доминанта, которая очень тяжелая, и героическая. И, наверное, все-таки Господь Бог вот, ну, дал добро на эту войну, да? Хотя это самое страшное, что придумал человек. И поэтому, если мы сегодня не воспользуемся, вот то, что говорит наш афганец, не воспользуемся и не переформатируем потихонечку молодежь, ведь не она виновата, а виноваты педагоги, которые им это дело не доносят. Я уже пример приводил. В Республике Беларусь спрашиваю, сколько штыков на кургане славы, кто освобождал Беларусь? Не поднимают руки, и учителя краснеют. 4 фронта Беларусь освобождали. Узбеки, таджики, татары, русские, белорусы, украинцы и так далее, и так далее. Не доносят дети. Вот в чем беда. Поэтому много вопросов к образованию, очень много вопросов. Но сегодня война. Сегодня действительно, если мы в тылу обеспечим то, о чем мы здесь говорим, и это будет коррекционно, ну, великолепно. И вот по поводу производства. Вы в курсе, что сегодня ЧВК, Беркут, сам этот изобретатель, руководитель, и все на себя проявляет. Он изобрел ботинки, которые уже ступни не будут отрывать ребятам. Все, закончится. И производство будет в Беларуси то же самое налажено для того, чтобы России помочь. И он изобрел этот бронежилет и сам на себе испытывает. Вот когда мне говорят хороший бронежилет, давайте так, я одеваю ты, но я первый стреляю в вас, хорошо? Вот кто производит бронежилеты. Я готов. Вторым после этого стать грудь поставить. Вот так надо делать. Это будет качество Российской Федерации. Запомните, у нас столько кулибинов, и у нас такие есть ноу-хау. Просто эти чубайсы все продавали потихоньку, продавали на Запад, продавали. И ФСБ молчало, и КГБ белорусское молчало. Надо было давно их выловить. Сейчас себе заканчиваю. Поэтому спасибо, что мы здесь собрались. И я попрошу хозяина этого заведения, как только я получу
удостоверение, свидетельство о регистрации фонда, здесь презентацию сделать, круглый стол, хорошо? Правильно, все, браво. Считайте, что уже сделали. Все, спасибо. У меня у самого, как у международника, мне это очень интересно, где-то 300 татар примерно знакомых, в том числе вот визитка Расуля Миниханова, племянник, это сын старшего брата президента Татарстана, например. Ну а здесь я дружу со всеми. Какой ведомство не возьми, я знаю, где надежные люди. Это татары. Не пьют, а если пьют, не забывают закусывать. И всегда верны слову, без всякой болтовни. Вот Следственный комитет возьмите, да, вот сейчас помощник Патрушева Дима, Рашид Исхакович Акжигитов. Вы знаете, в Москве очень много пензенских татар, такие трудяги они все. Вот он пензенский, из Новокузнецка. Ну, замечательный совершенно человек, прошел от участкового до начальника управления, до генеральской должности в Следственном комитете МВД с перерывом на Генпрокуратуру. И вот он сейчас вот, и по правовым вопросам советник, и по международным делам. Рашид Исхакович Акжигитов. Так. И когда придешь в татарский дом, что опять веселую нотку привнесу, что интересно и характерно, что они, может быть, не так пострадали, как в Центральной России, где война шла, да, вот это наша мрачная чернозем. У меня у самого родители ржевские, вы знаете, что такое был Ржев. Это был страшный котел, куда оттягивали все силы немецкие, коалиционные, чтобы так в Сталинграде их было поменьше. И в то же время трижды наши наступали, и трижды неудачно, пока немцы сами не ушли. Мы это тоже знаем. А поэтому об этом старались наши военные историки не говорить, не вспоминать. Это наша неудача. Они сами стали 30 секунд. И ушли. Так как преподается, как образцово показатель, значит, уход. Что я хотел сказать, мне это интересно по моему наблюдению. Из татарского дома не уйдешь домой, пока ты не услышишь фразу. Там тебя ждет ведерко. Вот какое ведерко меня ждет. А в коридоре ведро килограмм на 10-15 это мед. И всякий раз разные. Ну что молодцы, это вот они от корней не оторвались, как вот эти представители всяких разных столичных городов, столичных центров, которые вот пепси-кола, рваные джинсы, жвачка и всякая дрянь, вот эта, которая была нам навязана последние 35-40 лет. Мы сейчас всеми силами, все силы прикладываем на это. Да, все, что связано с культурой, да, это наше. Но тем не менее, есть в проекте еще несколько вещей. Да, в проект мы вкладываем то же самое, да, донести до регионов. Мы создали целую цепочку, да, там, с международным общением, да, все, что связано с русским миром, да, с тем культурным кодом, да, который несет в себя все религии, которые у нас есть. Да, почему мы все живем, да, вместе и спокойно совершенно существуем, да, почему у нас нет этого разрыва, да, потому что мы научились это делать, да, потому что это внутри нас заложено, потому что это дали нам предки. Да, и это все у нас сделано, это все у нас уже есть, нам нужно только донести это до людей, да, которые должны открыть глаза. Флагманское мероприятие, выставка будет в Москве, и мы идем дальше. Все, что касается СВО, нам близко. Это наша боль, это наше усилие, это наши радости за победы, это наше старание в том, что можно сделать для этого. На выставке будут и проекты гуманитарные, которые связаны с фондами. Будет музей доктора Лизы, да, как гуманитарной подвижницы, которой не было, которая первая приехала на Украину, да, которая всеми была охаяна, но она детей без родителей отдавала в Харьков, да, детей с родителями везла лечить в Москву, да, что бы ни происходило, она старалась сделать. Поэтому вот музей доктора Лизы будет представлен несколько фондов, которые сделают. Я хочу познакомить и представить Валерия Пенигина. Это человек, который нам близок, да, по духу. Это движение «Благомет». Мы координируем, помогаем всем найти друг друга. Да, и, например, Василий Александров, да, вы возите грузы Валерии, да, вот она сейчас знает, да, вот вы просто, да, берете, догружаете то, что вы говорите адресно, вот она везет адресно, да, вот она передает, да, вы везете грузы, да, поэтому все это завязано, да, там помогают ночные волки, все это
перекочевывают куда-то вместе с грузами, там, Виталия и Валерия, да, все это уходит туда и доставляется прямо в руки. А мы силами проекта «Уникальная Россия» будем доносить, да, стучать во все колокола, бить, чтобы у нас люди знали, да, что основное это не те люди, которых показывают по телевизору, а те, которые сидят здесь, те, которые находятся там, да, те, которые у себя, да, дома, в регионах собирают по копейке, да, приносят по там, пузыречку перекиси, да, бабушка кладет в груз, который отправится через всех нас туда. Поэтому низкий поклон вам всем, да, здоровья. После 24 февраля я поняла, для чего все это было. Дело в том, что все эти года, все наше обучение строилось на таком понятии, как женское достоинство и любовь. А вы сами знаете, чему женщин вокруг, молодых особенно, обучают, куда их затягивают. И когда я поняла, что все лопнуло фальшивое, и лопается, и продолжает лопаться, я поняла, почему я шла, пусть я думаю, буду одна, но я буду идти и двигать эту мысль, чтобы женщины все делали с достоинством. Рожали детей, создавали семьи, любили, делали свою работу, воспитывали детей. И все эти 9 лет, пусть нас было мало, но тем не менее все наше обучение в разных сферах, но ключевое это было направление женское достоинство. И конкурсы мы делаем женские, которые рвут шаблоны всем конкурсам, где женщин водят как товар, как лошадей по сцене, извините, пожалуйста. Мы ставим спектакли, мы делаем театр. И вы знаете, я сейчас даже волнуюсь, почему-то так давно не волновалась. Год назад, в декабре месяце, когда мы поставили как раз этот конкурс и сделали спектакль, вы не представляете, спектакль оказался пророческим. Вот то, что сейчас происходит, мы это отразили, потому что по центру спектакля была «Война России», был бой. И, может быть, вы знаете такую группу Юрий Лавзной, ребята поют песни прекрасные. И там были такие слова: «Зачем был этот бой, мы поймем потом». Но по нашему сценарию все было хорошо. В России будет тише благодать. И через женщин России мы начнем традиционные ценности, ценности истинные, подлинные нести во весь мир. Вот такой был сценарий нашего спектакля. Я надеюсь, что ровно так и будет. И, глядя на вас, я думаю, что только так и будет. Но, вы знаете, столкнулись с одной проблемой, и поэтому я хотела бы тоже озвучить. Мы занимаемся тылом, да. Женщина – это наш тыл, это наша гавань, наша колыбель. Это туда, куда приходят мужчины исцеляться. Но очень стало горько от того, что, общаясь с молодыми девушками, часто слышу, что в лучшем случае не хочу замуж, не хочу детей, строю карьеру. В худшем случае она рассматривает мужчину исключительно как денежный ресурс и, по сути, продает себя. И становится все больше страшно, потому что мы так вымрем. И в этом году нашими активистками, нашими конкурсантами мы поставили цель создать проект «Современная школа благородных девиц». И мы уже начали его разрабатывать, мы подготовили шикарное письмо и думали, что все будет на самом деле просто, потому что, скорее всего, будет поддержка. Поддержка кого? Университетов. И вот когда говорили, что 60% против нас, я тоже столкнулась с этим ужасом. Потому что не то, что даже девочки, да, а сами ректора, они не хотят нас слушать. Они не хотят, чтобы мы давали эту духовную часть развития, духовно-культурное развитие молодому подрастающему поколению, а именно девушкам. И я верю, что все равно, конечно, мы найдем руководителей университетов, которые интересуют не только свои бумажные дела, а может быть что-то еще похуже, скажем так, которые думают не только о своем теплом месте, но и о родине, о патриотизме, которые пойдут к нам навстречу и будут союзниками. Может быть, вы таких знаете ректоров, мы уже подготовили письма, уже почти готов текст самого проекта. То есть, что мы хотим вначале? Побеседовать с девушками. Хотим сначала встречу, услышать, чем они живут, о чем они беспокойны, о чем болит их душа, потому что давать им навязывать что-то, это бесполезно. Без диалога это будет просто насилие. Это тот же самый нацизм, когда мы скажем, это правильно, мы считаем, что нужно делать так. Поэтому мы хотим найти общий диалог и год пилотировать этот проект, пробовать разные варианты обучения и выстроить в итоге идеальную современную систему для обучения в школе благородных девиц. Я считаю, что если мы это не будем делать, мы потеряем наше будущее, мы потеряем наших детей, наших внуков. За годы работы с молодежью действительно сталкиваешься с тем, что никому это абсолютно не надо.
Мы сталкиваемся с чем? С непониманием администрации. Хорошо, если у нас находится в отношениях, мы вам не мешаем, вы нам не лезьте. В школах действительно этому не уделяется внимания. Вновь вот введенные уроки о главном, они идут о чем угодно, кроме как о патриотизме, скажем так, да? Стараются эти темы не затрагивать. По роду своей деятельности мы занимаемся с детьми, грубо говоря, там от первого класса, там от 7-8 лет и до совершеннолетия. Проблем, которых мы встречаем, очень много. Это отсутствие тех самых банальных помещений. Нам их никто не может предоставить, администрации это не нужно, им это не интересно. Они банально просто говорят, у нас нет ничего, вы делаете хорошее дело, делайте как можете. Сами где-нибудь там на улице, как хотите. Отсутствие помощи, так сказать, профессионалов своего дела. Все хотят работать только за деньги. Мы работаем бесплатно на энтузиазме, мы тратим свое личное время, свои финансы. Большинство предложений, если вам нужна помощь, да, оплачивайте нам, мы будем приходить помогать. Оплачиваем мы все за свой счет. Материальная база в связи вот с этими ситуациями, которые сейчас творится в стране, то, что мы раньше могли приобретать, там, грубо говоря, за свои деньги, мы уже просто не тянем. Все, начиная от медикаментов, элементарные там бинты, жгуты, обучение медицине, все взлетело в разы, не говоря уже о более чем-то серьезном. Это проводим там и обучение коптерам, купить сейчас коптер это неподъемное. Мат-база, ММГ оружие, цены взлетели в 2-3 раза. Законы опять же ужесточают, если раньше мы водили детей, они у нас, если не боевое, то пользовались охлащенным оружием, сейчас даже это нам запрещает, мы не имеем права там дать ребенку охлащенное оружие. Воинские части отказываются работать, что вся патриотика в основном идет только на словах. Когда доходит до дела, помощи нету ни от государства, ни от людей. Из Центрального банка было утрачено 200 миллиардов долларов. Это примерно 78 эшелонов наличных денег, в каждом эшелоне по 70 вагонов. До распада России оставалось около 3 месяцев. Меня вызвал Геращенко и поставил задачу за 3 месяца закрыть эту брешь. Работало около 10 тысяч мафиози. Мафиози, если их определить, кто они такие, если взять ЦРУ, ФБР и все остальные мафии, там, сицилианская, это вот была такая закаленная вещь. За 200 миллиардов они, конечно, делают все. И все совпало вместе с ваучерами, с выпуском. То есть крали деньги из Центрального банка, покупали ваучеры и на это делали приватизацию. Вот это было расплата в России. Значит, какую задачу поставил Геращенко? Вот точка. Защита от всех. Что такое защита от всех? От всех западных спецслужб, которые там работали, от российских, от сотрудников, которые работают в Центральном банке, и от всей мафии. И вот возглавляет Ренат Ахмедович Седиков. Седиков, да, умер, вот я вместе с ним работал. Он говорит, ключи будешь производить не в Центральном банке, в своем офисе. Пулемет и ответ на всех. Кто бы там ни подошел. Это 10 тысяч, я взял всех мафиози на себя. Помогал мне Шибашин, Леонид Владимирович, со своими ребятами. Там было полностью, когда мафия приходила ко мне, я говорю, кладите руки на стол, они все вооруженные, сзади стояли мои, руки со стола, мы выносим других. Я был, в общем-то, Ельцина, Ельцин поставил мой телефон прямой, говорит, да, он не знал, что столько украли. Президент не знал. И представляете, за этот период там же убили огромное количество, в общем-то, людей. Об этом никто не говорит. Но спасли это наши, я поставил туда около 36 шифраторов. В день
шифраторы были поставлены. Ни на один день не задержал. Шифраторы были все на российской элементы. Ни одного зарубежного не было. И это был самый лучший шифратор в мире. Понимаете, вот это все эти вещи. И мы все остановили. Все хищения. Потом была Чеченская война. 3000 шифраторов я подарил нашим войскам, потому что не было. Трошев, я вместе с ним работал, это командующий. Почти 80% наших ребят в Чечне погибло из-за того, что не было шифраторов. Это была реальность, понимаете? Потому что сейчас информационный век. Век, когда не ракеты, танки, самолеты решают, а все решает информация. Вот эти все эти вещи. Я оснастил своим шифратором 64 страны мира. Меня называют мусульманским криптографом. Да. Это все, от президента Сирии, до сих пор мои шифраторы работают в Сирии. Единственный, кто там работает. Сирия, Ливан и пошли. Король Саудовской Аравии, Султан Оман, Пакистан и пошли до Индонезии. В общем-то. Понимаете, поэтому мусульмане мне другую, в общем-то, ну как бы сказать, я православный, но я всегда учился мусульман. Отношение к семье, к этому, еще что-то. Понимаете, они доверяли мне, русскому, православному доверяли. Потому что я делал шифратор, который никто в мире не может расшифровать. В мире, когда мне премьер-министр Швеции давал сертификат, он говорит, это мы считаем, что это Нобелевская премия. Мне сертифицировал официально Королевский технологический колледж, который дает технические заключения по Нобелевским премиям. В области математики и фотографии их нету. И они дали, что дешифровать мой алгоритм невозможно в течение Вселенной. Второй сдал, это Леонид Владимирович Шабашин, это техническая разведка Южной Африки. Вы, наверное, здесь генералы сидите, и вы понимаете, кто с вами говорит, если человек мог подписывать соглашение с начальником других разведок. Официально. У меня уникальные его шифраторы. Первый в мире криптосмартфон. У нас нет в России смартфона. Когда я показывал Билл Гейтсу, он говорит, как вы такое могли сделать? Первый в мире криптосмартфон. Стоимость его разработки по западным вещам $300 миллионов. А у нас был лучший в мире. Первый аппаратный криптомессенджер. И таких очень много. Я работал лично с Чайманом Samsung. Совсем недавно выпущена моя книга новая. «Шпионаж, шифраторы и шоколад». Эта книга произвела сенсацию в Америке. Впервые за 50 лет написано, что, в общем-то, что американцы, затратив $3 миллиарда, сделали шоколад, как бы психотропное средство для вербовки. Под проектом МК Ультра. О том, как от ацеков искали этот секрет иезуиты, спецслужбы, потом немецкая разведка, Ананербе и в том числе Маркус Вольф. Я лично работал с Маркусом Вольф. 19 числа и будет его, в общем-то, столетие. А мы с Шабашиным, я писал Горбачеву, вы впервые здесь увидите, здесь нигде не написано, я курирую Министерство электронной промышленности. Вы увидите, как Горбачев разрушил электронную промышленность. А электронная промышленность – это есть основа, в общем, всей электронной, всех наше оружие. Это есть основа. Потому что они доложили Шабашин и Москву войск, что ГДР и Советский Союз в области военной электроники вышли на первое место. И моментально Горбачев полетел в ГДР, чтобы сказать им объединиться с ФРГ. И рухнуло. Но самое интересное, после этого рухнуло, я сейчас заканчиваю, самая крупнейшая в мире компания Digital Equipment Corporation. 130 тысяч человек, которые производили 80% всей электроники до США. Они узнали, что агентура там Астази. Вот об этом моя книга, в общем-то, которая вышла, то есть впервые в мире там показывается 20 исторических